حقيرة مقيرة ضميرة ودوق حدوخة مدوخة ذكورة ودوق. По поводу, я хотел бы сказать по поводу данного заявления, обращения к населению, живущему в Республике Ингушетия, по инциденту, так называемого 1 марта, который произошел в школе хафизов в селе Далаково, я хотел бы добавить чуть-чуть своими мыслями. В свое время в христианской религии, православии, был такой патриарх Никон, который был зачинщиком раскола. И по сей день его признают как зачинщиком раскола. К большому сожалению, сегодня зачинщиком раскола общества Республики Ингушетия является глава республики. От себя я хотел бы сказать, не государево это дело. И эту ситуацию раскачивает уже подряд в течение вот этих последних 4-5 лет. И всем это известно. Но управы никак не могут на него найти. Если он хочет более правдивую речь слышать, я хотел бы, прежде чем раскачивать эту ситуацию и вот такие вот дешевые трюки выкидывать, дешевые, богобоязненные, которые аукнутся и на том свете, и на этом свете, чем раскачивать ситуацию, так называемый съезд, который он созвал в 2013 году по выборам главы республики, ему ничего не нужно было. Одним указом созвать Совет Алимов и создать такой же съезд, и если ему сегодня одно лицо Хамхоев не угодно, решить вопрос с назначением муфтия. Но не раскачивать ситуацию и не раскалывать общество. Сегодня общество в республике до того раскололи, что отношение друг к другу неприязнь, друг к другу недоверие. Разбились на несколько лагерей непонятных. Накануне выборов. И более того, такая политическая ситуация сегодня вокруг страны, а в таком маленьком молодом субъекте, мне кажется, это вообще недопустимый факт. Когда общество должно консолидироваться, всячески стараться, если бы сторонники, я имею в виду, все население было, поддерживало бы главу республики, вокруг него собрались бы. И единым кулаком стали бы вокруг действующего сегодня президента, зная, в каком тяжелом положении он, какие экономические санкции сегодня действуют. Вместо этого, вместо этих всяких вопросов, умудряются всегда решать вопросы силовыми методами. Я еще раз повторюсь, не государево это дело. Постоянно в тревоге держать свой собственный народ, в тревоге держать. Было бы за что? За что? Более того, ни одна задача в течение этих 9 лет, конкретная, приоритетная задача, где большинство по горло насущных проблем назрело у этого народа, ничего не решается. А отмахиваться вот этими строительствами, то, другое, не знаю, нету в перспективе, света туннеля нету перспективы. Я просто вкратце хотел это сказать. Сегодня орган надзора возьмем, абсолютное бездействие со стороны органа надзора. Вот за эти 9 лет сколько прокуроров у нас поменялось? Полковниками, подполковниками прибывают, генералами уходят. Ну это хорошо, конечно, у нас генералы есть, могут быть. Это не наши генералы. Но эти генералы ищут здесь стартовую площадку, здесь получают благодаря одному человеку это звание высокое и уходят в другие регионы. А здесь как могут под каблук прижать, дожать, добить и все решения вопроса. Ищут, например, в святом органе кощунство вообще замахиваться на святое. Я сегодня не говорю о личности Хамхоеве, я говорю о муфтияте. Это духовный орган. И если уже на него замахиваются,
Это уже вообще недопустимо. Если прокуратура не может найти коррупционную схему, далеко не надо ее искать. Далеко. Начните с города Магаса. Если у вас хоть один подземный паркинг, до чего сузили высотные дома, что мы оставляем поколению? Прокурор придет, уйдет. А вы, как глава республики, должны следить за этим. Сегодня до того сузили эти дома высотные, что даже внутри нету нормальных условий поставить стоянок нету. Не то чтобы подземных паркингов. А в свое время проект этого города, древнего города, чтобы он был таким же, хотя бы примерно подобающим, как был он в древнее время. Проект этого города еще в начале 90-х годов был составлен в Санкт-Петербурге. И он настолько красочный был. А сегодня посмотрите, какой облик принял. Так куда смотрит главный архитектор? Хотя судьба этого главного архитектора, по-моему, недалека, как и судьба главного архитектора сопредельного Дагестана. Его тоже привлекли. Вот за такие же случаи. А куда делись те материальные средства, товарищ прокурор, сейчас я к вам обращаюсь? Те средства, которые во всех регионах Российской Федерации, вопреки федеральному закону, местным парламентом принимается закон, что многодетными семьями считать 5 и более детей. Когда на территории Российской Федерации принят федеральный закон, и он далеко давно действует. 3 и более детей. А у нас по прошлому году, благодаря Совету ТЭПов, на неоднократные обращения, что почему у нас так, изменили закон, а все эти годы, льготы куда делись? Те же земельные участки, которые полагались многодетным семьям, те же материальные средства, куда они ушли? Вот, товарищ прокурор, вам коррупционная схема. Да Мавроди, известный Мавроди здесь ахнет от этих схем коррупционных. Но кто-то не хочет. Сквозь пальцы смотрите и всего лишь. Я обращаюсь к главе республики. Не надо сюда привлекать ни с ЮФО, ни с СКФО, силовые методы. Не надо. Не надо. Народ уже давно прозрел. Без согласования с главой республики ни один шаг не принимается. На то вы глава республики. Вот у меня есть.